нас нет никакой информации о том, что есть владельцы земельного участка, и мы никакие бумаги на этой земельном участке не выдавали. Мнимая граница не дает права собственности. В Барсуке разбираются с самовольным захватом сельхозземель. Для борьбы с нарушителями ПДД, бросающие свои автомобили в неположенных местах, предусмотрена целая система штрафов и других мер наказания. Для кого знак запрета? Сотрудники ГИБДД в Назране в ходе очередного рейда выявляли нарушителей ПДД. Нормально, да? Вот законно. Чтобы не потерялись и были здоровыми, в одном из КФХ Малгобека ветеринары провели биркование коров. Лет 5 назад то, что сделали сегодня ребята, было невозможно в России. Сейчас, вот вы видели сегодня, все продемонстрировали уровень. Чувство страха им неведомо. Расскажем о прыжках бейсджамперов со Столовой горы в третий день Всероссийского фестиваля. В 70-х годах эта монография выходит в свет под названием «Средневековая Ингушетия» и явилась большим подарком для ингушского народа. Он оставил после себя богатое историческое наследие. В Музее краеведения прошла выставка, посвященная кавказоведу Евгению Крупнову. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Глава Ингушетии, находясь в Москве, принял участие в заседании коллегии Счетной палаты России, которое состоялось под руководством председателя Алексея Кудрина. В заседании также приняли участие руководитель контрольно-счетной палаты по Ингушетии Мустафа Белхароев. В селекторном режиме на связи находились руководители органов исполнительной власти субъектов СКФО. Евкуров в ходе выступления доложил о работе, которая проводится в регионе по итогам проверки Счетной палаты России. По его словам, в Ингушетии образована межведомственная комиссия по снижению объемов незавершенного строительства и рабочая группа по устранению выявленных нарушений, которыми проделан определенный объем работы. До конца года планируется принять решение по объектам, которые необходимо подвергнуть консервации, приватизации и списанию. Работа по исполнению плана мероприятий ведется в соответствии с графиком по устранению нарушений. По каждому пункту установленные сроки и находятся под моим личным контролем, сказал глава Ингушетии. И сегодня же глава Ингушетии дал развернутое интервью телеканалу «Россия-24». Речь шла о социально-экономическом развитии республики. Главной темой обсуждения стало недавнее переизбрание руководителя субъекта на третий срок – формирование нового кабинета министров. Насколько я понимаю, сейчас идет некое обновление и в кабинете министров, и в вашей команде. Какие-то структурные изменения будут? Там не некое обновление, мы где-то, наверное, на 50, не 50, а даже на 70% поменяем состав правительства. К этому тоже есть ряд причин. Должен сказать, что уходящее или ушедшее уже правительство ряд задач выполнило прекрасно, но есть ряд невыполненных задач. Поэтому и председатель правительства, и вице-премьер, где мы сократились до 5, и новые министры ключевые, это и министр строительства, это и министр имущества, это и министр сельского хозяйства, ряд других должностей. Это как раз те люди, которые должны, конечно, пойти на прорыв выполнения вот этих национальных проектов. Мы почему так оперативно быстро сделали, и в воскресенье, 9 числа, я уже представил и утвердили, парламент утвердил нового председателя правительства, а уже в понедельник мы уже подписали уже структуру нового правительства, утвердили, и уже назначили уже вице-премьеров. А сегодня, буквально там в течение 2 дней, мы опять же ряд министров уже назначили, переназначили. У нас остались там 3-4 должности, которые мы должны закрепить. В ходе беседы не обошли стороной и тему развития туристического потенциала Ингушетии. В прошлом году имели по году более 50 тысяч туристов. Это колоссальная цифра для республики. То в этом году мы в прогнозе имеем порядка 80 тысяч туристов. Да, мы проводим много событийных мероприятий в горной части Ингушетии, в том числе и на равнинной части.
много достопримечательностей. Мы каждый год открываем там, порядка десятка новых там различных для туристов привлекательных направлений. И памятников, там, и скверов, там, и так далее, и так далее. Много всего. И, конечно, туристов становится в разы больше. Хорошие договоренности и помощь по линии Ростуризма. Хорошие договоренности с туристическими компаниями в целом по Российской Федерации, особенно в Ставропольском крае. Почему? Потому что туристы, приезжающие туда, имеют уже маршруты не только в Ингушетии, а в целом по регионам Северного Кавказа. Поэтому и плюс, если брать там из 50 тысяч туристов прошлого года, порядка 4,5-5 тысяч туристов, это уже иностранные туристы. И мы это наблюдаем, у нас есть хорошая динамика. И хорошая поддержка в том, что в этом плане по линии и курорта развития Северного Кавказа, где мы сегодня по поручению председателя правительства и президента в том числе имеем планы на поддержку, и по линии Министерства Северного Кавказа. Сегодня в Магасе под председательством премьер-министра Ингушетии Зелимхана Евлоева состоялось совещание о ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону. Заседание прошло с участием вице-премьеров, министров, руководителей муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций региона. Они выступили с докладами, каждый по своему направлению. Отмечу, что на территории республики отопительный сезон начинается 15 октября. Микаил Тангиев с подробностями. С основным докладом о готовности предприятий ЖКХ к осенне-зимнему периоду выступил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия Осман Ильшагуров. Он доложил, что подготовка проходит в штатном режиме, проверяется спецтехника, котельной, центрального теплоснабжения, а также проводятся работы по обрубке деревьев вблизи ЛЭП и заготавливаются песчано-соляные смеси. Средний процент готовности Республики Ингушетия к осенне-зимнему периоду 18-19 годов 90-95%. Работы по подготовке к осенне-зимнему периоду 18-19 года ведутся согласно плану, утвержденному 6 августа 2018 года. По выявленным замечаниям, те замечания, которые нам делал Ростехнадзор, наверное, они доложат сами. Руководители ресурсоснабжающих организаций, в свою очередь, отчитались о ходе выполняемых работ по своим направлениям и озвучили некоторые проблемные вопросы, которые были запротоколированы для решения по поручению председателя правительства региона. Зелимхан Евлоев отметил, что необходимо комплексно провести ряд мероприятий, которые позволят обеспечить качественную подготовку объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы к отопительному сезону, особенно что касается дошкольных и школьных общеобразовательных учреждений. Глава муниципального образования, я вас к вам обращаюсь с большой просьбой, с подведомственным учреждением, с руководителями министерства и ведомств, держите с ними связь, помогайте, вы не должны оставлять их на стороне. Но у семеняне дитя без глазу, ответственный собственник. Директор – это учреждение. Тоже надо поставить вопрос конкретно, надо помочь. Подводя итоги, Зелимхан Евлоев дал поручение создать комиссию и 17 сентября представить предложение о функционировании котельной, обеспечивающей теплом перинатальный центр и 18-этажный дом, возведенный для детей-сирот. Также во избежание несчастных случаев премьер поручил проводить разъяснительные и профилактические мероприятия по предупреждению несчастных случаев в отопительно-зимний период в средствах массовой информации и путем проведения встреч в образовательных учреждениях и организациях. Микаил Тангиев, Хамзат Халухоев, Новости 24. Сегодня председателю правительства России Дмитрию Медведеву исполнилось 53 года. С этой датой его поздравил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Цитата. «Дмитрий Анатольевич имеет большой опыт работы в государственном управлении и за свои профессиональные качества, активную гражданскую позицию, огромное чувство ответственности и за судьбу Отечества снискал заслуженный авторитет и всеобщее признание. Во многом благодаря его личному участию в нашей республике успешно решаются вопросы социально-экономического развития. Спасибо вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич. От себя лично и от всех жителей республики поздравляю вас с днем рождения и желаю вам дальнейших успехов в государственных делах на благо России. Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия».
Земельная клептомания или же влечение к присвоению чужого имущества. Вероятнее всего, некоторые жители села Барсуки явно перебарщивают с понятием «земля – наш общий дом» и в самом прямом смысле самовольно захватывают приглянувшиеся участки земель сельхозназначения. Грубые нарушения были выявлены сотрудниками Россельхознадзора в ходе рейдового мероприятия. Репортаж Мадины Пугоевой. Черную разметку на одной из возвышенностей сельского поселения Тимирлан Вышегоров заметил сразу. Вместе с коллегой решили подъехать поближе и проверить. Вертикальные полосы из чернозема оказались очерченными границами участков земли, которые в скором будущем, вероятнее всего, будут использованы под индивидуальное жилищное строительство. В этом массиве произведена разбивка земельных участков. Предположительно, каждый из разбитых земельных участков площадью где-то 0,8-0,7 га. Разнятся цифры. На каждом вот этом разбитом участке высыпана песчано-гравийная смесь для проведения строительных работ, наверное. По свежести вот этих следов, эти работы проведены буквально дня 3-4 назад, не более. Кто и как перекопал землю на этой возвышенности, пока не ясно. Местные жители признаются, что рабочую технику и посторонних людей здесь не видели давно. Судя по всему, авторы земляной разбивки решили сделать это ночью. Да и по мнению некоторых сельчан, абсолютно законно. Есть постановление Назранского горосполкома. Поднимите это постановление. Там есть восстановление хутора «Синий камень». 90-го года. 90-го года. А долг где-то что восстанавливать? Нет, тогда не было. Восстановить. Разрешение на пользование землями сельскохозяйственного назначения никто и никому не давал, утверждают власти сельского поселения. Этот участок, хоть и относится к территории Барсуки, распоряжаться им без согласия районной администрации местные власти не имеют права. У нас нет никакой информации о том, что есть владельцы земельного участка, и мы никакие бумаги на этой земельном участке не выдавали. И с районной администрацией мы не были в курсе о том, что они выдали земельный участок, потому что если выделяется гражданину или тому подобному лицу, то мы выдаем решение депутатов и ходатайство на земельный участок. Земли сельскохозяйственного назначения, согласно закону, не могут быть выданы кому-либо без изменения их категории. Сотрудники Россельхознадзора уже начали работу по выявлению нарушителей. По данному факту нашему управлению сейчас будет возбуждено дело об административных правонарушений и проведение административного расследования. В ходе данного проведения расследования мы будем устанавливать, кем проведены этой работы, кто допустил факт самовольного снятия и перемещения вот этого верхнеплодородного слоя почвы. Также нам будут направлены соответственно запросы в администрацию сельского поселения Барсуки. К расследованию дела о самовольном захвате земельных участков присоединятся и правоохранительные органы. Как только будут выяснены все обстоятельства, нарушителю придется понести наказание по всей строгости закона. Как именно решится земельный вопрос, предположить пока что сложно. Судя по всему, разбирательство по поводу самовольного захвата участков земли растянется на несколько недель. Ну а пока желающий стать владельцем сельхозугодий продолжает вбивать кол в почву, заявляя тем самым свои права на эту землю. Мадина Пугоева, Рахман Цуров, Новости 24. Парковка в неположенном месте – признак незнания правил или же рядовое хамство. В любом случае это доставляет большие неудобства. Парковаться где вздумается особенно модно в Назране. Об этом говорят сотрудники ГИБДД. В целях борьбы с такими нарушителями инспекторы регулярно проводят рейды. Один из таких прошел накануне. Поводом стали неоднократные обращения в ГАИ водителей маршрутных автобусов. Они вынуждены высаживать пассажиров прямо на проезжей части из-за того, что остановки забиты легковым транспортом. В ходе проверки на самых загруженных участках Назрани было выявлено более 15 нарушителей ПДД. Репортаж Руслана Албагачиева. Давай! Проблема парковки автомобиля сегодня существует практически в каждом городе, от Москвы до городов районного масштаба. Количество транспорта растет, а число парковочных мест практически не увеличивается. Данная проблема волнует водителей, но еще больше озабочены обычные жители населенных пунктов, ежедневно сталкивающиеся с проблемами неправильной парковки, затрудняющими передвижение пешеходов и движению других автомобилей. Тротуар платишь, машина, халдион для тебя.
Для борьбы с нарушителями ПДД, бросающие свои автомобили в неположенных местах, предусмотрена целая система штрафов и других мер наказания воспитательного характера. Знаете, что вы нарушаете здесь? Здесь остановка для маршрутных транспортных средств, а не для нас, для водителей. Уходите, там есть стоянка. А маршрутки, вот они едут на автобус. Вот он пытается сейчас заехать на остановку, а у него места нет. Или чуть дальше. Или штраф мы выписываем нас потом. Мы мешаем транспорту остановиться. Туда дальше поставьте. Пробки создаются, наверное. Очень пробки создаются. Остановка вообще не проехать, не подъехать. Утром, вечером тяжело бывает. Нарушения правил стоянки могут возникнуть даже у самого опытного водителя, поскольку причин для остановки в неположенном месте довольно много. В такой ситуации нужно знать, что действительно считается нарушением и какая за это полагается ответственность, а также в каких случаях ее можно вполне законно избежать. Общего назначения К безусловным ситуациям, при которых запрещается стоянка, относится наличие на проезжей части знака 3.28 «Стоянка запрещена». Для начала разберемся, как выглядит этот самый знак. Многие путают его как по внешнему виду, так и по механизму регулирования дорожного движения с исходным запрещающим знаком «Остановка запрещена». Знак «Стоянка запрещена» представляет собой синий круг в красной рамке, перечеркнутый одной красной полосой слева направо. Если вы въехали в зону действия этого ограничителя, то остановить и покинуть автомобиль уже не получится. За нарушение требований этого знака применяется только штраф в размере 1500 рублей в большинстве регионов страны, 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Наблюдая за знаками, в первую очередь водители должны ориентироваться именно знаками. Как мы наблюдаем, здесь есть знак для того, чтобы водитель знал и был информирован о том, что здесь остановка запрещена, кроме маршрутных транспортных средств. О чем это говорит? О том, что наши маршрутные такси должны там высаживать и производить посадку пассажиров. Но, к сожалению, не все водители у нас сегодня понимают и ориентируются по знакам и чисто на своих правах ведут себя так, как будто бы как им хочется. Каждый должен четко усвоить, что правила дорожного движения – это закон для всех, и соблюдение которых является обязательным. Руслан Илбгачиев, Сурхов Усиев, Новости 24. В здоровом теле здоровый дух. Не просто пословица, кредо для героя нашего следующего сюжета. Учитель физкультуры второй школы села Икажево Мухаммед Хидриев, несмотря на свой предпенсионный возраст, находится в хорошей физической форме. Во многом благодаря здоровому образу жизни. За годы своей трудовой деятельности он успел привить любовь к спорту многим поколениям учеников. Уходить на пенсию он пока не намерен, и изменения в пенсионном законодательстве он только приветствует. Репортаж Зелимхана Калоева. Поддерживать не только здоровый дух учащихся, но и свой главная задача Мухаммеда Хидриева. Сказать, что этому человеку, ловко играющему в волейбол вместе со школьниками, 56 лет достаточно сложно. Он по-прежнему полон сил и энтузиазма, поэтому наступление пенсионного возраста не боится. Вот уже 19 лет он трудится, чтобы воспитать будущую гордость региона, именитых спортсменов. Смысла уходить на заслуженный отдых не видит, даже через десятки лет. В Кавказе пенсиях долгожитель мривей. В этих пенсиях сун халхет. Сабизм боболби. Агга хаджа хабизм болчхана, вале чого пенсиях ялч. Сун возраст, я мди пенсионный возраст, я мди оттогом. Сун чего рязво сомнение. أنا هيك دكانت وانت بعد شيء ده دوس مدوتي سخانر شارع كيسول باقة شارع سان شبوه بمتجه تغيس دوك دارت
Мухаммед Хидриев – один из тех, кто теперь подпадает под новое определение предпенсионный возраст, которое сейчас, после сохранения всех льгот, фактически приобретает уже юридическое значение. Это подстраховка от незаконного увольнения. Отпускать таких работников в этой школе и так не собираются. На данный момент работает 8 человек пенсионного возраста. У них опыта поболее. Они работали очень давно, они работали и с прежним руководителем данной школы. Они являются наставниками, как моими наставниками, как и, соответственно, наставники моих родителей. В то же время, фактически, они были их учителями. Они оказывают огромную помощь, существенную помощь в моей повседневной работе. Работать, приносить пользу детям – то, к чему стремится Мухаммед Хидриев каждый день. И пока позволяет здоровье, я должен растить и прививать детям интерес к спорту, говорит он. Без этого смысла в своей жизни не видит. Я получаю удовольствие, отдых от работы с детьми. Некоторые говорят: о, как ты можешь с детьми, как ты можешь с детьми? А я говорю: я с детьми отдыхаю. Я хочу работать. Повышать возраст или нет, спорили давно. Почему именно сейчас надо переходить к действиям? Что это даст? Как максимально смягчить эффект от изменений? Изначально в проекте закона предлагалось увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет, то есть до 63 лет, тогда как для мужчин повышается на 5 лет. И так как отношение к женщинам в нашей стране особое, бережное, Владимир Путин отметил, что пенсионный возраст для них не должен повышаться больше, чем для мужчин. Для женщин, имеющих 5 и более детей, все остается как и прежде. На пенсию они смогут выходить в 50 лет. Уже в 2019 году индексация пенсий по старости составит порядка 7%, что в 2 раза выше прогнозируемой инфляции на конец этого года. В целом, как отметил в своем обращении президент России, в предстоящие 6 лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсию по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1000 рублей. В результате, как вы видите, это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсии в 20 тысяч рублей. Напомню, что сейчас она составляет 14 144 рубля. Пенсионный возраст предлагается повышать постепенно, чтобы люди могли адаптироваться к новой жизненной ситуации и выстроить свои планы. Также для граждан, которым предстояло выйти на пенсию по старому законодательству в ближайшие 2 года, установят особую льготу – право оформить пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста. Если человек должен был выйти на пенсию по новому пенсионному законодательству в январе 2020 года, он сможет сделать это в июле 2019. Также правительство предусматривает особые условия жизни труда граждан. Льготы для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев и ряда других категорий будут сохранены. Необходимо поддержать и жителей села. Неоднократно принималось и обсуждалось решение о необходимости 25% надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих в селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Начать эти выплаты планируется с 1 января будущего года. Сохранятся также на переходный период до завершения преобразований в пенсионной системе все федеральные льготы по налогам на недвижимость и землю. Что касается увеличения пенсионного возраста в разных странах, то возрастной порог растет во всем мире. И в России эта отметка значительно ниже, чем во многих развитых странах с высокой экономикой. Так, в Италии на заслуженный отдых можно уйти только в 67 лет. В Австралии мужчины и женщины выходят на пенсию в 70, в Канаде в 67 лет. Стоит отметить и то, что в последние годы продолжительность жизни в России выросла почти на 8 лет. Словом, обращение Владимира Путина, посвященное изменениям в пенсионном законодательстве, задало тон корректировкам в первоначальном проекте правительства. Сегодня в России работают 30% людей пенсионного возраста, и, как показывает практика, многие не готовы отказаться от привычного образа жизни, тем более, когда есть желание и силы трудиться. Снизить возраст выхода на пенсию для женщин, установить льготы для многодетных матерей, а также защитить права граждан старшего возраста на рынке труда. Эти поправки вселили уверенность пенсионеров за свое будущее. Зелимхан Калоев, Рамзан Зурабов, Новости 24. Почтальоны будут оказывать базовые медицинские услуги. По словам генерального директора Почты России, это позволит повысить качество жизни граждан, в первую очередь проживающих в сельских поселениях. Пилотный проект сейчас тестируют в Новгородской области. 700 почтальонов уже обучили простым фельдшерским навыкам: измерить давление, проверить уровень сахара в крови, провести экспресс-анализ. Планируется проведение таких пилотов с еще несколькими регионами, добавил глава Почты России.
Не красоты ради, а для порядка. Процедуру прокалывания ушей проходит крупнорогатый скот. Сотрудники ветеринарного управления Малгобека провели биркование буренок одного из крестьянско-фермерских хозяйств района. Животным пожизненно присвоили индивидуальные номера. Это даст возможность не только вести учет скота, но и следить за их состоянием здоровья. За процессом наблюдала Дана Плиева. Нормально, да? Вот законно. В процедуре прокалывания ушей, да и непрошенным гостям, корова по имени Зорька не была готова, но зато теперь ее уши украшают вот такие желтые бирки с индивидуальным номером. 1679. Сегодня ветуправление по Малгобеку проводит идентификацию крупного рогатого скота в одном из крестьянско-фермерских хозяйств района. Животным пожизненно присваивают номера, которые никогда больше не повторятся. Биркование скота, начатое только в этом году, в обязательном порядке пройдет во всех населенных пунктах региона. Эта идентификация нам позволит контролировать процесс миграции животных полностью. Если мы будем знать, если где-то животное заболело, это наше животное на территории, которое содержалось, или оно завезенное животное. Если в случае возникновения какого-то очага заразного, инфекционного, мы можем оперативно среагировать. Мы будем знать, где это животное находится, какое животное, и можем принять меры по оздоровлению этого данного очага. Этот процесс поможет отличить одно животное от другого и вести учет скота, а также позволит следить за их здоровьем, контролировать качество продукции животного происхождения. Совсем скоро в новой электронной сертификации «Меркурий» будет создана база данных с подробной информацией о каждом животном, какие ему проводились прививки и какие еще предстоит пройти. В случае убоя или смерти животного этот номер в базе данных будет удален. Тут же на месте ветеринары проводят и вакцинацию коров. Это вакцина ассоциированная против двух болезней, против сибирской язвы и инфлюензного карбункула. У нас сибирская язва, слава богу, не встречается, но МКАР встречается особенно у молодняка до 2 лет. Поэтому мы прививаем все поголовье. Новым правилам рад и хозяин фермы Магомед Туршиев. Теперь, по его словам, не придется волноваться, если какое-либо животное может потеряться. Его ферма существует уже 17 лет. Ее по праву можно назвать одной из самых старых в селе. Кроме коров, в хозяйстве небольшое стадо баранов. Есть еще 15 телят, которым предстоит в скором времени пройти процедуру биркования. Ведь этому подлежат не только коровы, но и весь молодняк, которому уже 2 недели от роду. К слову, работа ветеринарной службы по району Магомед очень доволен. Говорит, что специалисты готовы прийти на помощь в любую минуту. Благодаря ветеринарной службе, у нас с ними каждый год заключаем договора. Вот у нас в позапрошлом году была болезнь, они очень помогли. Модулярный дерматит, мы даже ездили в Моздок, брали препараты. Потом наши подключили, сказали, ничего не надо возить, у нас все есть. Вакцинация, падеж, там многочисленные ее смогли избежать. Нумерация крупнорогатого скота будет проходить не только в Малгобеке, но и во всех районах республики, как в частном секторе, так и в крестьянско-фермерских хозяйствах. Эта работа завершится к концу текущего года, а уже с января 2019-го ветеринарная служба начнет массовую идентификацию мелкорогатого скота. Дана Плиева, Рамзан Зурабов, Новости 24. Сегодня 132 года исполняется со дня смерти религиозного деятеля Баматгирея Хаджи Митаева. Родился богослов в конце 19 века в простой семье. Его неординарные способности проявлялись еще в детстве. Всю свою жизнь он всецело посвятил служению Богу. Благодаря его проповедям в конце 80-х годов 19 века число его сторонников значительно возросло. Он стал основоположником нового вирда. Стремительное развитие ислама и число мюридов не могло остаться незамеченным царскими властями. В 1912 году его сослали в Калугу, а спустя 2 года в возрасте 106 лет Баматгирея Хаджи не стало. На месте, где похоронен богослов, по просьбе его сына Али построен зиярат. В Джайравском районе Ингушетии продолжается борьба за кубок всероссийского фестиваля бейсджампинга. Соревнования посвящены памяти 3-кратного чемпиона России по парашютному спорту Глеба Воеводина. В горную Ингушетию съехались экстремалы из 5 регионов страны. В первый день фестиваля 8 бейсджамперов совершили прыжки с 3 точек, во второй день с горы Цейлам. Ну а сегодня главной целью бейсеров стала Столовая гора. Репортаж Тамерлана Хамхоева.
Бейсджамперы в Ингушетии уже чувствуют себя как дома. Столовая гора, одно из излюбленных туристами мест, не осталось без внимания поклонников этого захватывающего вида спорта. Отправиться на машине как можно дальше, вверх, затем идти пешим ходом еще около 2 часов. Для этих ребят проще простого, и все ради 1 минуты в полете. Первый бейсер готов, старт дан. Обычный пятничный день в горах Ингушетии, кажется, ничто не может нарушить тишину, кроме свиста, рассекаемого бейсджамперами воздуха. На скорости почти 200 км в час эти ребята летают под небом Ингушетии. Зрелище захватывающее. Пролетев между башнями, спортсмены раскрывают свои парашюты над одной из небольших полян, свободной от деревьев. Немного отдыха и снова в путь, точнее на сборы. Вначале нужно упаковать парашют, а тем временем можно сделать небольшие выводы. Чем больше опыта у человека, тем он может ближе прилететь, чем и безопасней. Границы человека бесконечны. Лет 5 назад то, что сделали сегодня ребята, было невозможно в России. Сейчас, вот вы видели сегодня, все продемонстрировали уровень. Сейчас будет только все больше и больше, лучше и лучше. Развитие бейсджампинга в Ингушетии имеет большое будущее при должном внимании руководства Минспорта, считают гости. Некоторые из них здесь уже не в первый раз, и если в этом году фестиваль бейсджампинга носит всероссийский характер, то дальше он приобретет статус международного. И попасть сюда не так-то просто, да? Ну, скажем, иностранцам, да, это надо 2 перелета осуществлять. Вот. Ну, красиво. Конечно, здесь красиво, нетронутая природа. Посмотрите. Горы, практически с каждой горы в Ингушетии можно прыгнуть. Они подходят как для бейсджампа. Что нужно для бейсджампа? Да? Чтобы мы прыгнули в лингсьюте, это нужен отвес. 100-150 метров вертикальный отвес. Для того, чтобы можно разогнать голову в лингсьют и уже дальше лететь там, в свободном полете. Поэтому, да, в Ингушетии практически каждая гора, она подходит со стороны скалистого скрипта. Помимо бейсджампинга у нас есть еще немало интересных направлений в спорте, которые мы можем развивать. С этим согласен еще один участник фестиваля. В первую очередь напрашиваются горнолыжные спуски, потому что явно этого здесь не хватает, и этого просто кардинально бы изменило регион, потому что в Европе любое поле вот такого плана превращается в горнолыжный спуск. Внизу большие гостиницы, которые не пустуют ни зимой, ни летом, потому что зимой это горные лыжи, летом это горный велосипед. Также сейчас активно развивается парапланеризм. Сегодня бейсеры прыгали с вершины Столовой горы, а завтра, если позволит погода, собираются радовать любителей экстрима на равнинной части республики. Нам остается пожелать им мягкой посадки и чтобы все обошлось без травм. Тамерлан Хумхоев, Гапур Чахиев, Новости 24. Ингушетия впервые приняла Северокавказский фестиваль добровольцев «Марафон добра». Сегодня участники заселились в свои номера, после чего для них провели экскурсию по Магасу. Для участия в фестивале съехались 70 добровольцев из 7 регионов СКФО. Ребят ждет насыщенная, продуктивная программа. Свой первый день в республике они посетили главную достопримечательность региона – Башню Согласия. Практически все добровольцы в Ингушетии впервые, и несмотря на то, что увидеть всю республику еще не успели, эмоции от увиденного уже зашкаливают. Честно говоря, я очень впечатлена. Мне очень нравится здесь. И мы приехали вот с Дагестана со своей делегацией на марафон добра. Чисто, аккуратно, очень много зелени, цветов, что очень придает такую красоту, да, городу. И пробок нет, в отличие от Дагестана, от Махачкалы. Фестиваль проводится в рамках Года добровольца. Его организатором выступил Комитет по делам молодежи Ингушетии. 10 тематических площадок разместятся в Малгобеке. Там же пройдет и открытие, где соберутся 1000 участников. Для них пройдут тренинги по соцпроектированию от приглашенных экспертов, деловая игра по ораторскому искусству, мастер-классы от ингушских ремесленников, экскурсии, выставки, квест-игра, благотворительная ярмарка, культурно-музыкальная программа и многое другое. Ребята презентуют проекты Северокавказского молодежного фестиваля «Марафон добра», свои флагманские проекты в сфере добровольчества. То есть каждый субъект будет презентовать свои проекты, показывать, какой этот проект наиболее эффективный и реализующийся в каждом регионе.
Очередная репетиция перед предстоящим выступлением. До начала международного фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу» осталось буквально пару дней. Солисты государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Магаз» готовятся покорить публику своим эффектным и ярким выступлением. Как проходят последние репетиции, расскажет Мадина Пугоева. Девочки приготовились, на квадрат встали. Ежедневные репетиции и корректировка танцевальной программы к предстоящему фестивалю солисты ансамбля «Магаз» готовятся, не покладая рук и даже ног. Свои движения артисты балета оттачивают до автоматизма. Мелкий шаг на носочках, прямая спина, опущенные плечи и приподнятый подбородок. Так девушки демонстрируют красоту и грацию, словно лебедь, плывя по кругу и изящно сгибая руки. В правую сторону, потом в третью позицию руки идут. Во вторую отпускаем. Поворот на месте. Влево. Третью позицию. Во вторую. Поворот на месте. Пошла и правая рука. Левая. Опускаем. Эффект такому танцу придает синхронность. Чтобы движения солистов совпадали, репетиции проводят снова и снова, до тех пор, пока артисты не научатся чувствовать ритм танца с закрытыми глазами. Сделать это во время выступления перед большой публикой, когда сотни глаз направлены на сцену, сложнее, признаются танцоры. Они же и придумали метод, позволяющий сгладить хаотичные движения танцевального коллектива. Надо чувствовать музыку, надо слушать музыку и идти в ритм с музыкой. Во-вторых, надо следить в танце за ведущим. Даже если ведущий сделал какую-то ошибку, ты должен сделать такую же ошибку, чтобы это выглядело синхронно, чтобы зритель не заметил. Если уж горянки своим танцем демонстрируют скромность и сдержанность, джигиты, наоборот, стремятся показать характер. Движения во время танца у них импульсивные и порывистые, идут в такт с музыкой и барабанным стуком. Солисты ансамбля «Магаз» хотят таким образом передать энергетику танца зрителям. Для этого они намерены выкладываться на все 100. И азарт, и синхронность там будет присутствовать на сцене. Есть номер с барабанами. Надеюсь, на Кавказе этот номер видели многие. И синхронность тоже будет присутствовать. В общем, характерные движения, чисто ингушские движения, все будет, трюки даже будут. До начала фестиваля осталось буквально несколько дней. Программа выступления обещает быть насыщенной. Зрители смогут увидеть сразу несколько постановок. Мужской перепляс, ингушский, массовый, девичий, а также парный танец. Причем каждый из них будет нести особый смысл. اسحموا سبارنا تانتي حمو حقق زيك خط مش خط غير زعمسك سيكل نيس ولر زمتك حاجه حباجيتش. Еще несколько репетиций, и солисты ансамбля будут готовы покорить участников международного фестиваля мастеров искусств под названием «Мир Кавказу». Увидеть воочию культуру и традиции ингушского народа через национальный танец желающие смогут 18 сентября в Грозном. Мадина Пугоева, Сурхов Кусиев, Новости 24. Старинные копья, браслеты, предметы быта древних ингушей и другие ценные экспонаты. В Музее краеведения имени Тугана Мальсагова прошла выставка, посвященная известному ученому кавказоведу Евгению Крупнову. Посетителям рассказали о биографии археолога, а также познакомились с экспонатами, найденными ученым во время экспедиции и хранящимися уже долгие годы в музее. Амина Бокова расскажет подробнее. Один из крупнейших отечественных археологов Евгений Крупнов большую часть своей жизни посвятил изучению истории и культуры Кавказа. Благодаря его работам удалось воссоздать картину развития нашего региона в древнейшие времена и Средневековье. Он одним из первых обратил внимание, что ядро нахского эпоса находится в центральной части Кавказа, именно там, где жили наши предки. Большое число изученных памятников, многочисленные публикации и монографии по истории Ингушетии – вот результат полувековых исследований ученого. Дело в том, что Крупнов сам начал широкомасштабные раскопки в 60-х годах в станице Нестеровской, в Луговом могильнике, это рядом с современным ингушским селением Мужичи, где было раскопано 160 захоронений именно кабанского периода. Это один из самых крупнейших, самых широкомасштабных археологических работ на территории Северного Кавказа. Он обнаружил, что местная культура, она не завезена откуда-то, она получила
развития именно здесь, на этой данной территории, но при этом является синтезом культур закавказской и кавказской, то есть в виде майкопской и кура-аракской культур. И вот этот синтез позволил, на самом деле это было действительно открытие, потому что такого вот слияния двух культур больше нигде обнаружено не было. Выставка известного кавказоведа приковала к себе внимание юных любителей истории. Раяна Албагачеева в Музее краеведения частый гость. Впрочем, до сегодняшнего дня об известном археологе она не слышала. Мне было очень приятно узнать то, что он был одним из первых, кто выпустил книгу о ингушах, рассказал, чем они занимаются, вообще кто они такие. Было очень интересно об этом узнать, узнала много нового. Гостей музея знакомят не только с биографией ученого, но и непосредственно с его работами. К примеру, эти копья, браслеты и другие предметы быта древних ингушей были обнаружены им во время очередной экспедиции. Вот эта вот гривна, вот видите, толстая такая, ее носили дети. А вон те маленькие браслеты тоже носили мальчики. Они надевались на ноги и на руки. Как мы узнали о том, что носили мальчики? Потому что когда хоронили детей, эти предметы хоронили вместе с ними. Археологическое и научное наследие Крупнова в Ингушетии богато и многогранно. За особое отношение к нашей республике и ее истории в научном сообществе кавказоведов его даже назвали ингушом. Основное направление научной работы Евгения Крупнова нашло свое воплощение в первом обобщающем труде «История Ингушетии с древнейших времен до XVIII века», первая часть которого вышла в 1948 году, а вторая была опубликована посмертно. В 70-х годах эта монография выходит в свет под названием «Средневековая Ингушетия» и явилась большим подарком для ингушского народа, поскольку отображает очень разносторонние историю ингушей. В этот период, средневековый период, дается полный анализ как со стороны археологии, этнографии и других сторон статистики и так далее. В 2008 году указом главы республики археологическому центру Министерства культуры республики присвоено имя Евгения Крупнова. А в 2015-м основоположнику археологии на Северном Кавказе открыли памятник в Магасе. В памяти ингушей Евгений Крупнов остался истинным ученым и другом нашего народа. Амина Бокова, Гапур Чехкиев, Новости 24. 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали завоевали ингушские спортсмены на первенстве СКФО по дзюдо. Соревнования проходили в столице Кабардино-Балкарии Нальчике. За звание лучшего в своей весовой категории в течение 2 соревновательных дней боролись более 400 спортсменов из республик Северного Кавказа. Хорошая физическая подготовка и воля к победе помогли нашим дзюдоистам достичь успеха. Репортаж Михаила Тангиева. Отличный бросок в исполнении одного из участников первенства СКФО в весовой категории 55 кг Магомеда Азиева запечатлели товарищи по команде. На кадрах видно, что также блестяще он справился с удержанием соперника. В результате счет 10-1 в пользу ингушского дзюдоиста. В этот день Магомед провел всего 6 схваток, в каждой одержал досрочную победу. Спортсмен признался, что очередное золото в его личной копилке не повод расслабляться. Наоборот, это стимул для усердных тренировок и будущих достижений. 200 грамм личной версы. Вес коньяк, вес хайрас, суцаханс финал лата гэнк нохчиваш, чодиклоч гэнк корис диктатулов новолш, играл иш ворса сингер на 1-0 иш ворса. Султия 35 секунд 60 чан, отыграть раз и чисто победу Коктейлерс. В паре с Магомедом бросковые приемы отрабатывает еще один обладатель золота, но уже в весе 66 кг – Адам Тычев. Как и свой спарринг-партнер, он удачно провел 6 поединков, не оставив противникам ни малейшего шанса на победу. Адам с 8 лет занимается дзюдо. Именно с этим видом единоборств он твердо решил связать свою жизнь. Олимпийский чемпион, чемпион Европы, чемпион мира. А это уже кадры полуфинального боя серебряного призера первенства СКФО Абдулмалика Евлоева. Каждая его встреча заканчивалась досрочно, но в финале ему немного не хватило мастерства. Впрочем, наш герой не спешит расстраиваться и обещает проводить тренировки с еще большим усердием. Он был более сложный для тебя или неудобный? Почему так получилось?
Не сложно, просто я с ним боролся 5 минут, короче, и гол вскоре уступил. Он сделал бросок в Азаре. Первенство СКФО по дзюдо проходило в Нальчике с 7 по 10 сентября текущего года. В нем приняли участие свыше 400 спортсменов из республик Северного Кавказа. Ингушетию на турнире представляли 70 юношей до 18 лет в 5 весовых категориях. Старший тренер подчеркнул, что ребята активно готовились к этим соревнованиям и полностью оправдали надежды своих наставников. Мы все лето работали, отдохнули где-то дней 10 только. Основное время мы работали утром, вечером, 2 раза тренировки у нас проходили. Юноши и молодежь у нас выезжали на дни борьбы. Это в Майкопе мы были неделю и в Грозном были тоже неделю, вели подготовку. А также у нас дома по вторникам и пятницам у нас бывает общий день борьбы. Со всей республики ребята здесь собираются, борются. Это очень хорошие плоды приносит. Необходимо отметить, что 3 участников нашей команды заняли 5-е места. И наравне с призерами получили путевки на первенство России по дзюдо, которое пройдет в городе Тюмень совсем скоро. Микаил Тангиев, Хамзат Халухоев, Новости 24. Все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в соцсетях Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и ВКонтакте. Ну а сразу же после нас смотрите интервью главы Ингушетии телеканалу «Россия-24». На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на национальном.